живем в непредсказуемом и меняющемся мире. Как выжить в таких условиях, вопрошает каждый из нас. Будет время, почитайте «Антихрупкость» Насима Талеба, выдающегося американского экономиста ливанского происхождения. А я пока пообщаюсь с министром экономики Теймуразом Микваби. Здравствуйте, Теймураз Зурабович. О текущем состоянии экономики и планах вашего министерства поговорим? Поговорим обязательно. Поговорим. Вы работали в должности заместителя министра экономики на протяжении 5 лет. Тем не менее, свое назначение на должность министра вы, как я поняла, больше связываете с участием в конкурсе команды Абхазии. Вот ваша работа в Министерстве экономики, где вы были вторым лицом, не была определяющим фактором при вашем назначении? Мне сложно комментировать, как именно проводился выбор, но я убежден, что и наличие у меня опыта 5-летнего в министерстве, и дополнительно мое участие в команде, то, что я вышел в финал, я уверен, что совокупность факторов сыграла. Каждый пришел в команду Абхазии по-разному. Кто-то принимал решение как-то спонтанно, кто-то, может быть, интуитивно ждал нечто такое, кто-то кому-то, может быть, что-то подсказал и прочее. Вот мне интересно, немного истории, как произошло ваше участие в команде Абхазии? Я бы, наверное, сослался на некое сарафанное радио, потому что про конкурс я слышал, но многих подробностей не знал. Заходил несколько раз на сайт, знакомился с условиями, которые там указаны, и потом в дружеской беседе с одним из старых знакомых, кто подал заявку на участие, я узнал чуть больше подробностей, и мне стало интересно просто проверить свои силы, потому что, как я впоследствии узнал, речь идет о том, что проходит некий дистанционный отбор, то есть заполнение неких кейсов, задач, проверка неких общих знаний, знаний в сфере экономики. Ну, просто стало интересно, что у меня получится. Ну, кто-то, наверное, воспринимает участие в конкурсе, а потом уже финалистов, я имею в виду, они вот продолжают в этом проекте вот быть, в этом резерве. Кто-то, наверное, думает о повышении квалификации, что это возможно, что это можно ожидать, да, повышение квалификации, участвуя в этом проекте. Но кто-то, наверное, все-таки думает, что это можно использовать как некий трамплин для карьерного роста. Вот вы возглавляли в свое время, до того, как стали заместителем министра экономики, отдел стратегического и территориального развития Министерства экономики. Я это вспомнила в связи с тем, что вот вы в экономике давно. Но вам всего 35. Назначение само вас удивило или вы психологически уже были готовы к этому? Нет, я точно не был готов, хотя, получается, к моменту назначения уже порядка 7 лет я проработал в Министерстве экономики, 2 года в должности начальника отдела, затем почти 5 лет заместителем министра. Но, учитывая, сколько времени я проработал именно заместителем министра, я уже многое понимал о том, что такое возглавить это министерство. И у меня, честно говоря, большого стремления именно стать руководителем министерства не было, потому что я уже осознавал большую разницу между тем, что отвечать за отдельную часть работы министерства, пусть даже и широкую, но часть, и совсем другое быть главным человеком, который отвечает за всю деятельность министерства и должен направлять всех, и заместителей, начальников отдела, простых сотрудников. Поэтому, наверное, это не то место, к которому можно быть готовым. Но вокруг Министерства экономики, вот министра экономики, вот все последние годы мы знаем, в нашем обществе кипели страсти. Сегодня затишье какое-то. Это временное затишье? Или же что-то изменилось в структуре самого министерства, в полномочиях, в направлениях и так далее, которое как бы немножко стабилизировала ситуацию вокруг министерства? Я не думаю, что всегда это было связано с полномочиями Министерства экономики. Наверное, тут вмешались дополнительные факторы. Но что именно произошло, почему вот резкое изменение в сторону, как бы сказать, тишины, которая наблюдается последнее время,
Что именно повлияло, сложно сказать, но мне кажется, это то, что происходит в целом у нас в республике. Последние месяцы, наверное, обстановка намного тише, чем это было в 2024 году. Ситуация накалялась прежде всего из-за энергетического кризиса, который мы, я не знаю, пережили его или еще не пережили. Да, поэтому возможно, что осенью может ситуация развиваться немножко по-другому, нет? Ну, совсем недавно Владимир Валерьевич, премьер-министр Республики Абхазия, давал комментарий о том, что мы ожидаем прохождения осенне-зимнего периода в условиях намного лучше, чем было раньше. А он никогда не говорит такие слова, если не уверен. Как вы определите нашу экономическую повестку? Пойду, наверное, от итогов 2024 года. У нас наблюдается значительное увеличение ВВП на протяжении всех последних лет. Многие показатели показывают положительные изменения, улучшения. Это касается и уровня заработной платы, и объема инвестиций в республику. И среди этих показателей важно подчеркнуть, что в Абхазии, а это на протяжении уже многих лет, это не последняя пятилетка, одним из ключевых направлений, которые показывают выручку, объем ВВП, во многом зависит от объема торговли. Мы ведь очень многие товары не производим у нас в республике, а именно импортируем. Этот показатель стабильно растет, потихоньку подтягивается транспортная отрасль, связь. Довольно неплохие показатели за последние 5 лет у нас в здравоохранении. То есть, отвечая прямо на ваш вопрос, безусловно, мы начинаем с торговли. Но также важно подчеркнуть большие изменения в туризме. То есть на протяжении последних лет, наверное, особенно 24-25 годы, Министерством по налогам и сборам была проведена большая работа во взаимодействии с администрациями районов, естественно, с Министерством туризма Республики Абхазия. Была проведена некая перепись налогоплательщиков, занятых в сфере туризма. Получили данные о том, что у нас количество койко-мест в стране за последние годы значительно увеличилось. И я думаю, что вот этот показатель появления новых мест притяжения, как те же Творчальские водопады, оно однозначно будет влиять на то, что туристическая отрасль будет занимать все больше и больше объем в ВВП нашей республики. Реально, что в экономике происходит? Оживление или уже оживление произошло, идет процесс развития? Наверное, сложно некую грань найти между двумя этими понятиями, но у нас за последние годы создается и уже открыли несколько производственных предприятий, в первую очередь рассчитанных на экспорт продукции из Республики Абхазия. Это однозначно говорит уже о развитии. У нас вот еще один важный показатель – внешнеэкономическая деятельность нашей республики. По итогам 2024 года у нас разница между импортом и экспортом продукции очень существенная. Это 48 миллиардов рублей объем импорта и 9 миллиардов рублей объем экспорта. Это говорит о том, что у нас огромный ассортимент продукции в стране не производится в принципе. То есть нет таких производственных мощностей. А появление таких объектов, оно может и не приведет к тому, что уменьшится объем импорта. Но если объем экспорта будет подтягиваться, это будет значительно улучшать наше положение. Об импорте и экспорте вот я хочу попозже вот с вами поговорить. А вот сейчас хотелось бы спросить, поскольку очень часто говорится о том, что в обществе там и оппозиция об этом говорит, и что нет экономической программы, по которой работала бы страна, правительство. И разные экономические программы создавались, презентовались. Какая-нибудь программа вот из этих именно является вот руководством для вас или пока нет таковой? У нас есть главный документ, которым мы руководствуемся в части социоэконом-развития нашей республики. Это государственная программа социально-экономического развития на период 2022-2025 года. Она действует. Ее действие заканчивается в текущем году. Сама программа предусматривает обширный перечень мероприятий. Это от всем известных мероприятий по восстановлению инфраструктуры, куда попадает и коммунальная, и социальная, культурная инфраструктура в сфере здравоохранения, много других направлений. Там же у нас предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы бюджетников.
Там предусмотрен перечень мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности. Это речь идет и о поддержке МСП, которую мы осуществляем последние годы, поддержка в сфере сельского хозяйства, реализация крупных инвестиционных проектов на территории республики с привлечением российских кредитных институтов. То есть говорить, что у нас такого документа нет, это неправда, потому что этот документ содержит механизмы, которыми должны руководствоваться в первую очередь наши государственные органы, и механизмы, на которые могут опираться наши предприниматели для того, чтобы понимать, какую поддержку от государства они могут получить в том или ином направлении. Некоторое время назад, ну, скажем, еще в прошлом году, мы говорили о том, что, в принципе, 25-й год, он какой-то завершающий, в смысле оказания вот такой помощи Абхазии социально-экономическому развитию страны и так далее, и там софинансирование и прочие вещи, они как бы должны были завершиться в 25 году. Но похоже, что сотрудничество с Российской Федерацией, оно наоборот в этом году набрало, скажем, большие, серьезные темпы, идет такая активизация сотрудничества во всех направлениях. И я хотела бы спросить, вот есть конкретный какой-то план или документ, который обязательно отразится на нашем развитии экономическом вот в ближайшие годы, в ближайшее время? И, конечно, конкретно как российская помощь в ближайшие годы может отразиться на экономическом развитии Абхазии? Начну с того, что не было вопросом. Вы упомянули, что заканчивается финансирование, заканчивается оказание Российской Федерации помощи. Я не могу быть уверен на 100%, наверное, больше догадываюсь, но думаю, это связано с тем, что после утверждения государственной программы на период 22-25 годы у нас было подписано соглашение с Российской Федерацией, которое предполагает софинансирование российской стороной части мероприятий из этой программы. И соглашение, как и сама программа, были рассчитаны на период 22-25. Соответственно, эта программа заканчивается, действие соглашения тоже заканчивается. И мы совместно с коллегами об этом много говорили во время прошедшей совсем недавно межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Мы находимся в стадии завершения разработки аналогичной программы на период 2026-2030 годы. Она содержит еще более детальный перечень мероприятий. Она также содержит мероприятия, по которым ожидается оказание Российской Федерации финансовой поддержки, и не только финансовой. Так что заканчивается документ, но заканчивается не наше сотрудничество с Российской Федерацией. Хотелось бы, чтобы вот предстоящая пятилетка, скажем, да, нашего экономического развития нас серьезно подвела к саморазвитию, чтобы мы еще, вот постоянно, чтобы мы, скажем, не просили, да, вот не просили. Хотелось бы этого. Скажите, пожалуйста, вот вы как министр экономики, какие все-таки сектора экономики в Абхазии являются приоритетными? Вот как все говорят, сначала туризм, потом все остальное. Или вот как вы это рассматриваете? Немного сложный вопрос, постараюсь покороче ответить. Ну вот пример по туристам. Как раз в рамках МПК нами были озвучены планы по увеличению объема туристического потока к 2030 году. Но надо же понимать, что если в Абхазию приедет турист, если все наши гости приедут в летний период времени, то мы в какой-то момент столкнемся с тем, что не справляется наша коммунальная инфраструктура, наши дороги. Возможно, даже энергетика не справится с значительным увеличением потребления в отдельных районах. Ну, условно, Гагарский район, Новый Афон, центр города Сухум, где большая концентрация объектов. А вот этим летом были какие-то вот такие критические моменты? Нет, я, насколько знаю, проблем тоже таких не было, но я говорю именно о значительном увеличении туристического потока. То же самое. Человек, приезжая в Абхазию, если он приехал первый раз, безусловно, он захочет посетить Новоафонский монастырь, пещеру, Рицу, еще ряд объектов, которые пользуются максимальным спросом со стороны гостей. Но когда он приедет во второй, в третий раз, он захочет посмотреть что-то новое, и в какой-то момент есть уже люди, с которыми личные отношения сложились, кто приезжает по 10, по 20 лет. Они в какой-то момент говорят, что мы уже стали местными, в том смысле, что мы сами людей водим по экскурсиям в те же самые места, куда нас раньше водили. Но не так много именно новых мест, куда нам пойти.
Появляются новые объекты, новые средства размещения. За последние годы много новых открыли, в том числе средства размещения, которые предоставляют не только возможность переночевать перед тем, как на второй день опять поехать по объектам. Есть объекты, где оказывается некий перечень медицинских услуг, где можно пройти реабилитацию. То есть мы занимаемся расширением ассортимента предоставляемых услуг, а спрос на это действительно присутствует. Есть Потом- понимание развития вот такого целенаправленного курортно-санаторного направления? Да, однозначно. Я потому об этом и заговорил. Следующий блок, который в случае, если все приедут именно летом, следующий блок, который просядет, может просесть при увеличении, допустим, в 2 раза единовременного количества туристов, это общественное питание. Вот по такому принципу мы отслеживаем места, которые могут считаться в некотором смысле слабыми, даже если они справляются на сегодняшний день, с учетом того, какой туристический поток был в 2024 году, какой был в 2025, распределение туристов по месяцам. Но если мы хотим значительно увеличить туристический поток к 2030 году, значит, надо все эти направления подтягивать. Еще одно направление, которым мы уже начали активно заниматься, это распределение туристического потока по месяцам. То есть, чтобы не было такой большой разницы, как есть сегодня, между летним курортным периодом и другими месяцами. У нас, вот вы, наверное, обратили внимание, в мае на майские праздники значительное увеличение количества туристов, потом Конечно. небольшой спад, потом опять увеличение, а очередное увеличение на Новый год происходит. Хотя, например, 10 лет назад, насколько я помню, на Новый год практически никто не приезжал. Сегодня это уже стало актуально, людям Да, нравится в октябре новогодний тоже отдых. раньше было очень мало туристов. Вообще Да. интересно нам отследить, что произойдет в этом октябре. Но я знаю, что сейчас тоже есть желающие приехать и приезжают Да, в октябре. приезжают. В октябре есть запрос. Приезжают, действительно приезжают. Это вот отвечая на ваш вопрос, что мы видим в приоритете. В приоритете, безусловно, но не факт, что на самом первом месте, но явно в топе, это вопрос туризма. Но туризма не в том виде, как он есть сегодня, а с изменением этой структуры, с изменением времени, когда люди приедут, и явно с То увеличением есть ассортимента услуг. туризм надо натянуть на все сезоны. Не только Обязательно, лето, а на все обязательно. сезоны, я так понимаю. Тогда будут постоянно, круглый год зарабатывать и железная дорога при перевозке туристов, и все наши коллеги, занимающиеся трансфером на автомобилях. То же самое касается морского сообщения, которое совсем недавно началось. Безусловно, аэропорт. Поэтому у нас одна из задач – это распределить туристический поток по месяцам, снизить разницу между зимой и летом в концентрации. Следующее направление, которым мы сейчас очень активно занимаемся, это взаимодействие с Российской Федерацией по линии транспорта. У нас в последние годы значительное улучшение по линии железной дороги. Есть у нас уже реализованный инвестиционный проект контейнерного терминала в городе Очимчира. По нему ожидаем в ближайшее время улучшение существенное. То есть вопрос транспорта у нас также стоит в топе. То же самое аэропорт. Вот в настоящее время мы уже оцениваем итоги первого курортного сезона, но у нас в планах не замораживать аэропорт на зиму. Нам очень важно, чтобы он продолжил функционировать. Железная дорога, она такая рабочая, по-настоящему рабочая до Очимчира или дальше тоже? Не до Очимчира. До Очимчира, да. Скажите, что больше всего финансирует государственный бюджет из экономических направлений? Какую отрасль? У нас с коллегами обсуждается вопрос, его совсем недавно озвучил Сергей Владимирович Кириенко, это увеличение объема помощи малому и среднему предпринимательству из средств и Российской Федерации, и абхазского бюджета. По объему, наверное, на втором месте это будет поддержка сельского хозяйства. Ну и отдельным блоком идет большой объем финансирования из республиканского бюджета и из средств, предоставляемых Российской Федерацией на восстановление энергетической инфраструктуры, дорожной, восстановление больниц, школ, библиотек. Это направление, которое мы называем инвестиционная программа содействия социоэкономразвитию. Ну а в целом
какая отрасль в нашей стране больше всего бюджетных средств поглощает? Пусть это даже не экономика, а вот какая структура? Один из главных расходов бюджета — это заработная плата бюджетников. А какая отрасль показывает хорошую динамику? Только туризм? Туризм, транспорт. Туризм и транспорт. Меньше всего мы стали говорить о производстве. Я помню, было время, когда мы говорили, что нам надо развивать производство и так далее, что туристическая отрасль почти буквально превращает нас или превратит там в обслугу. Все же, что вам видится основными драйверами развития нашей экономики? Ну, давайте насчет... Туризм и транспорт или Давайте все же то, скажем, до чего мы еще не дошли? скажем Да, насчет да. перекоса. Возможно, я подозреваю, что это может быть связано с тем, как люди обсуждают эти вопросы. Может быть, не обладая всей полнотой информации. Перекос у нас в общественном мнении, безусловно, есть, потому что сегодня гражданин Абхазии, житель Абхазии, может себе позволить, затратив не такие уж большие средства, либо сдать в аренду квартиру, где он сам живет, и переехать к родителям в деревню какое-то время там находиться и заработать именно в туристический сезон. Может, у него есть земельный участок и не такой уж большой объем средств, что он может себе позволить поставить небольшие деревянные домики на этой территории и привлечь туристов. Я думаю, что этот перекос связан именно с тем, что до производства человеку, одному отдельно взятому или семье, как правило, добраться сложнее. Потому что производство, это, в первую очередь в голове рисуется некий завод. Для этого нужны значительные средства, нужны специалисты, которые знают, как и что производить. Нужно потратить очень много времени для того, чтобы наладить весь производственный процесс, а до него потратить, может, даже несколько лет для того, чтобы саму идею на бумаге сформулировать. Но что касается производства, вот примеры приведу. Завод по производству тихих вин в селе Лабра. Неподалеку также в селе Лабра завод по производству кисломолочной продукции. Вот завод по производству тихих вин уже функционирует. Завод по производству кисломолочной продукции, оборудование они уже почти все получили, скоро должны запуститься. Можно я повредничаю? После молочного завода, вот Сухумского, Да. помните, сколько разговоров Да. было вокруг этого завода? И я была удивлена, что в Ачмечирском районе аналогичный практически появляется завод. Вот скажите, откуда продукция будет браться или сырье? Сырье откуда? Сырье, часть, может даже значительная часть, это привозное сырье, но на отдельные виды продуктов будет использоваться и местное. Но это частный предприниматель открыл этот завод, да? Да, это частное предприятие. Но у нас по такому же принципу Гудоутский район, завод по производству безалкогольных напитков и пива, функционирует на протяжении уже многих лет. Такие предприятия, как Вина и воды, Шато Абхаз. На их фоне объемы производства поменьше, но очень высокое качество продукции. Аргун, Яшта, вина, и есть также линейка покрепче. Так что сказать, что у нас совсем нет производства, да, большинство, кого я перечислил, они связаны так или иначе с напитками. То же самое Сухумский пивоваренный завод, минеральные воды Абхазии. Они связаны с тем, что у нас в избытке сырье, вода. Также параллельно те, которые занимаются винами, они занимаются высадкой винограда. Причем последние годы, вот у нас недавно была беседа с представителями ассоциации виноделов, в последние годы ведется ими самостоятельно очень большая работа по восстановлению абхазских автохтонных сортов. После войны произошла деиндустриализация, да, в Абхазии. Не только в Абхазии, понятно, вообще на всем советском пространстве происходил этот кошмар. Но у нас тоже после войны все, что мы имели, предприятия, которые были в советское время, мы просто разграбили. Мы их даже не сохранили, не законсервировали и так далее. Это, конечно, я вам не в упрек говорю, это в упрек другим, кто должен был это сделать.
Да, но произошла деиндустриализация, произошла. Мы должны с этим смириться и теперь уже абсолютно не думать о таких производствах. Ну, какой-то завод, фабрика, вот такого плана, как были раньше, скажем, там завод газовой аппаратуры, еще что-то. В Сухом Приволе мы вообще сделали торговый центр. И, Это да, было? какие-то большие предприятия, где могли бы работать большое количество людей, то есть для создания рабочих мест. Создать какие-то крупные производства государство не может и не планирует. Воду производим, там, вина и так далее, алкогольная продукция и пиво. Не прослеживается существование другого сырья, которое стало бы основой для развития промышленности в Абхазии. Или Нет, у нас пока таких возможностей у нас есть нет? и другие виды сырья. У нас есть значительные залежи в разных местах. Таким там, мрамор, гранит, я все не вспомню, но перечень очень обширный, и объемы многих видов сырья, они достаточно велики для того, чтобы заниматься промышленным производством. В советское время вся собственность была государственной. Да. Государство занималось и контролем, и надзором, и производством, и контролем, и надзором за производителем, который тоже работает на государство. Сегодня у нас есть очень хорошие предприятия, показывающие очень хорошие показатели и по качеству, и по, в целом по экономике предприятия. Тот же Сухумский пивоваренный завод, вина и воды, минеральные воды Абхазии, торговый дом «Рубин», Аквафон, Амобайл. Все это частное предпринимательство. Я частное. об этом и говорю. Да. Государство, в моем понимании, должно помогать людям создавать, должно создавать условия для того, чтобы человек мог свои идеи воплотить в жизнь, создать при этом и рабочие места, производить продукцию, которая будет прославлять Абхазию. Вот про завод вина и воды знают, ну, понятно, что не на всем земном шаре, но вся Россия точно о нем знает. В последние годы появился источник, которым мы активно пользовались, в виде льготного кредитования, в рамках которого и были выстроены некоторые объекты из тех, которые я перечислил. У государства доступа к этим средствам нет. Есть ограничения в нашем законодательстве, которые не позволяют государственному предприятию стать получателем этого займа. Но абхазский предприниматель, открыв общество с ограниченной ответственностью, может получить доступ к этим средствам. Это ведь, во-первых, плохого в этом ничего нет, это однозначно. Но и предприятия, которые функционируют, они показывают хорошие показатели. Ну вот, скажем, в городе Очимчира или в городе Ткорча с рабочими местами абсолютно не важно. Но мы надеемся на то, что вот туризм будет развиваться. Там на самом деле наблюдаются подвижки, это точно. Да. Но вот государство само не может вот предложить тем же предпринимателям, или само государство не может вложиться, чтобы создать там какое-то энное количество рабочих мест, которые оживят жизнь вот в этих районах? Или это должно происходить по законам рыночной экономики? Сколько у нас объектов государственных, к которым есть вопросы? Частный работает, к нему приходит налоговый инспектор, они отчитываются, все в порядке. Если не в порядке, приходят с проверкой, тогда все исправляют. А про государственные объекты? Я надеюсь, никого не обижу, не попаду в чьего-то родственника. Сколько у нас объектов на территории Абхазии, которые стоят закрытые со времен войны. Человек на этом объекте сидит и ничего не делает. Но в то же время никому туда зайти не дает и говорит, пока вы мне не заплатите какую-то сумму или моего сына в долю не возьмете, я это никому не отдам. Вот о цифровизации экономики сейчас везде говорят очень много. Какие-то действия вы предпринимаете в направлении цифровизации? В направлении непосредственно цифровизации, тем более производственных процессов на объектах, мы на текущий момент не предпринимаем никаких действий, потому что цифровизация производственного процесса, она содержит в себе значительное количество плюсов. Это сокращается шанс того, что вмешается человеческий фактор, где-то ухудшится качество продукции, где-то объем из-за этого уменьшится. Но в то же время это означает заменить практически все оборудование, которое стоит на действующем заводе. Это не просто где-то там датчики подвесить. Чаще всего речь идет о замене производственных линий. И это будет означать
большие объемы расходов для производителей. Но в то же время на отдельных объектах производится поэтапная смена производственных линий целиком или их частей, которые являются более автоматизированными по сравнению с предыдущими. В то же время там остается оператор, физическое лицо, работник, который следит за тем, как это все работает. Но говорить о том, что можно и нужно прямо сейчас в Абхазии все переводить в цифру, это просто огромные расходы, и непонятно, когда они окупятся. Теперь давайте вот немного поговорим о поручениях президента, которые, похоже, должны серьезно активизировать сейчас все министерства, все правительство нашей страны. И вот постепенно мы будем наблюдать за тем, что происходит в связи с этими поручениями. Хочу обратить внимание на некоторые вопросы. Конечно, не на все поручения, которые касаются именно вашего ведомства и вашей работы. Не секрет, что малый и средний бизнес, о котором вы уже выше тоже говорили, да, движущая сила экономического развития. Вот, в одном из поручений говорится, процитирую, разработать и утвердить ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Вот интересно, вокруг какой позиции вы будете формировать эту программу? Чуть, наверное, сдалека начну. Государственная Давайте. программа на 26-30 годы, о которой я уже говорил ранее, это основополагающий стратегический документ, в рамках которого каждое из ведомств, в том числе Министерство экономики, должно выстроить уже работу по направлениям, по более узким и более детализированным направлениям. Одно из этих направлений — это как раз поддержка малого и среднего предпринимательства. У нас такая работа ведется с 2022 года. У нас однозначно желание не останавливаться уже на достигнутом. Мы постоянно ведем мониторинг того, как функционируют предприятия, которым была оказана поддержка в прошлые периоды. И на базе уже полученного опыта, и в том числе постановления Кабинета министров об утверждении целевой программы поддержки МСП на 2025 год, мы будем готовить предложение об утверждении программы на 2026. Но сейчас, вот совсем недавно у нас была делегация из Псковской области, с коллегами из правительства мы обсудили вопросы того, как у них поддержка МСП и сельского хозяйства осуществляется в регионе. Там есть программы, где и отдельно финансирование из региона, есть где финансирование идет из региона, из федерального центра. Механизмы у них немного отличаются от тех, которые мы применяем. И мы договорились уже об обмене опытом, много информации они нам уже предоставили. Много обсуждали эти вопросы с нашими визави из Минэкономразвития Российской Федерации. Они тоже предоставили и нормативку, и механизмы, как у них выстроена работа из центра, как доводятся деньги, по каким основаниям, какие механизмы контроля. Но самое главное, кто такой потенциальный получатель средств из бюджета и как они выбирают направления, в которых они осуществляют поддержку. Вот важный момент, что в Российской Федерации 99% программ не связаны с тем, что человек получает деньги до того, как он что-то сделает. То есть очень часто там, от регионов и от направлений условия могут меняться, но зачастую речь идет о том, что сам предприниматель, соответствующий критериям МСП, подтвердивший свое право на участие в программе, предоставив перечень определенных документов, он сначала потратил свои деньги или кредитные, купил что-то, установил это, и вот только после этого он получает поддержку. Эта поддержка им, в свою очередь, может использоваться для того, чтобы покрыть расходы, связанные с этим кредитом, либо направить эти средства на приобретение сырья для того, чтобы производственный процесс запустить. Поддержка может выражаться в чем? В льготном кредитовании? Поддержка выражается в случае. субсидировании процентной ставки, в предоставлении субсидий напрямую ему. То есть он купил, предприниматель, приобрел станок стоимостью 5 миллионов рублей, и ему 30-40, в разных регионах разные проценты, 30-40% от стоимости, от размера затраченных средств ему предоставят безвозмездно. Даже безвозмездно. Да, это безвозмездные средства, но с него требуют увеличить количество рабочих мест, увеличить объем выручки,
и в течение не менее 2 лет не отчуждать оборудование, в отношении которого ему была предоставлена субсидия. То есть они заранее задают условия, которые подходят только тому, кто действительно будет работать, кто не хочет проесть эти средства. Потому что, подавая заявку, предприниматель понимает, что поданная заявка впоследствии еще 2 года тянет за ним обязательства. И невыполнение этих обязательств приведет к тому, что его попросят вернуть предоставленную субсидию. В России это работает хорошо, вот этот механизм? Да, но в разных регионах разные условия, но показатели в отдельных регионах очень хорошие. Вот один из вопросов, который я долго обсуждал с моим коллегой, с министром экономического развития Псковской области, это вопрос того, что они создают технопарки и агропарки. То есть они создают инфраструктуру, где можно будет заниматься производственным процессом отдельным предпринимателям, еще и собирают их по принципу, что под одной крышей, допустим, 5 предприятий небольших. Предприятие номер 1 занимается производством из некого сырья, а его готовая продукция является сырьем для следующего. А последний участник этого процесса занимается упаковкой того, что произвел его предшественник. И они таким образом либо создают производственный цикл в рамках одного технопарка, либо нескольких технопарков, а еще могут привлекать туда агропарки. Условно, если в технопарке кто-то занимается производством выпечки, то из агропарка ему поставляют либо муку, либо яйца, либо другое сырье, которое ему необходимо для производства. И они тем самым создают сразу и предложение, и спрос. Наверное, для развития малого и среднего бизнеса или предпринимательства налоговый учет имеет тоже значение. Да, у нас упрощенный налоговый учет или как? У нас есть упрощенная система налогообложения, относительно недавно принятый закон. Его применение связано с обязательством налогоплательщика установить контрольно-кассовую технику. Мне сложно говорить за моего коллегу, но у меня лично подозрение, что не так много предприятий на текущий момент используют эту систему, потому что не установили контрольно-кассовую технику. Я возвращаюсь к поручениям. Должны разработать целевую программу поддержки экспортно-ориентированного производства. Ну, слово «производство», как вы заметили, мне нравится. Вот это очень хорошо, что именно производству уделяется внимание. Я хочу спросить в этой связи, что мы можем экспортировать с тем, чтобы зарабатывало государство? Давайте чуть по-другому скажу. Давайте. Экспорт у нас 99% товаров у нас экспортируется без уплаты экспортной пошлины. Есть отдельные товары, в отношении которых есть исключения. Это вот, ну, пример, лом черных металлов. В момент оформления экспортной декларации государственное предприятие, которое осуществляет эту деятельность, уже должно оплатить пошлину. Но в отношении подавляющего числа товаров ситуация обратная. Мы поддерживаем экспорт товаров за пределы Республики Абхазия, не вводя экспортные пошлины. Только за счет того, что не создаем дополнительных расходов для экспортера до того, как он получил выручку, мы уже осуществляем поддержку экспорта. Но почему для государства это важно? Это мы возвращаемся опять к разнице между экспортом и импортом. Отсутствие паритета 48,9 – это действительно очень большая разница. И чем больше товаров из Абхазии будет экспортироваться в другие страны, естественно, в первую очередь в Российскую Федерацию, тем больше остаточной стоимости будет оставаться на территории Республики Абхазия. Это те же рабочие места, это оплата за все сопутствующие услуги, а возможно вокруг этих предприятий, как, например, вокруг вина и воды, появится много небольших предприятий, которые также будут зарабатывать. В развитии этого вопроса рынок имеет огромное значение для развития производства. Вот я помню, после войны была попытка возрождения чайного производства. И я помню, что некоторые энтузиасты пытались это все организовать, люди собирали чай,
руководителей наших чайных фабрик или чайного производства. Они пытались вывести в Россию, в российский рынок, но у них все это не получилось. В итоге все это провалилось. И, в принципе, чайное производство, вы знаете, в каких объемах сегодня в Абхазии существует, в очень таких малых. Да, и, кстати, вот чай, я имею в виду кутольцев в этой связи, их продукция пользуется на местном рынке, кстати говоря, большим спросом. Я очень часто покупаю их чай. И, в принципе, когда еще подарки надо кому-то делать, гостям и так далее, тоже покупаю эко-чай. Мы понимаем, что, может быть, не все так думают, но я так думаю, что мы зря загубили этот чай. И был период, недавно, кстати, тоже, я помню, все время возникала проблема реализации меда, нашего меда, продуктов пчеловодства на территории России. Но вот в последнее время, правда, я ничего по этому поводу не слышу. И я вот хочу вас спросить, встроиться в российский рынок по каким-то новым направлениям, мы думаем об этом? Мы постоянно об этом думаем, но Мгм. нельзя не учитывать один очень важный фактор – ценовой. Вот у нас есть соглашение о режиме торговли товарами с Российской Федерацией, подписанное еще в 2012 году. Перечень товаров в отношении льготы, предусмотренные соглашением, перечень товаров, в отношении которых эти льготы не применяются, он очень короткий. Это означает, что практически все, что Абхазия может производить, Российская Федерация предоставляет этим товарам условия практически аналогичные внутренним. То есть, получив сертификат страны происхождения в торгово-промышленной палате, мы перевозим этот товар через государственную границу, осуществляем таможенное оформление в России без уплаты таможенной пошлины. Таможенная пошлина, она зачастую может играть роль ограничителя. В данном случае, что товары, в отношении которых эта роль имеет место, и товары, в отношении которых эта роль не используется, по этим товарам российский рынок для нас открыт. Но у нас большая разница в объемах производства с российскими предприятиями, с предприятиями, которые являются иностранными и экспортируют свою продукцию на территорию России. Ну вот условно чай. Для того, чтобы экспортировать абхазский чай в Россию, значит, надо конкурировать по цене. По пошлине все. Нам помогли, в этом смысле рынок открыли. Но нам все равно надо конкурировать с крупными производителями. Это, наверное, будет Китай, Индия. И когда упаковка абхазского чая окажется на российской полке, там будет вопрос, что можно купить тот чай, который я всегда покупал, или можно будет купить какой-то новый. А не факт, что этот новый окажется дешевле по цене. Но вот здесь как раз это не нивелирует вопрос разницы существенной в цене между крупным и мелким производителем, но наша программа поддержки экспорта направлена на то, чтобы познакомить российский рынок с абхазскими производителями. Программа у нас сейчас в разработке, в ближайшее время мы завершим, но у нас пока уже есть некие ориентиры. В случае, если коллеги из уполномоченных органов, правительства Республики Абхазия, если нас поддержат, то предполагается, что в программе будут предусмотрены механизмы оказания предпринимателям абхазским поддержки при экспорте продукции, то есть, возможно, даже субсидирование части транспортных расходов при вывозе. И второе, на мой взгляд, более важное направление – это оказание поддержки при участии в российских выставках промышленных. То есть вот один из примеров, о котором мы слышим каждый год, откуда абхазские делегации всегда уезжают с золотыми медалями, это «Золотая осень». То есть наши вина, компоты и многие другие продукты много раз завоевывали первые места и даже гран-при в рамках этого конкурса. И для того, чтобы у покупателя, в данном случае гражданина, жителя Российской Федерации, появилось желание попробовать абхазский чай, он должен о нем где-то услышать. А это один из способов заявить о себе. Правильно. Это реклама. Реклама. Мы продолжаем интервью в Апсуарыме с министром экономики. Как бы вы характеризовали уровень экономической активности? В республике. Есть же понятие, да, конечно, экономическая активность, уровень какой он? Он
пока еще довольно на низком уровне. Значительная часть населения Республики Абхазия является работниками так или иначе бюджетной сферы, либо работают в государственных предприятиях, но с каждым годом растет. И показывают это и итоги реализуемой нашими коллегами программы поддержки сельского хозяйства, когда сельские жители сами уже увеличивают объемы производства сельхозпродукции, то есть повышается понятие, которого в абхазском законодательстве пока нет, но по сути население становится самозанятым. То же самое касается поддержки малого и среднего предпринимательства. У нас было очень много заявок, когда люди писали, что они планируют производить иногда просто хачапуры, аджарские хачапуры, торты и прочую продукцию, вот то, что можно приготовить у себя дома. И мы в рамках предварительной проверки выясняли, что человек уже кто 10, кто 15 лет занимается производством такой продукции. Речь идет о том, чтобы расширить ассортимент продукции или за счет смены оборудования взять печь побольше, просто начать производить в больших объемах. То есть население Республики Абхазия за последние годы ищет другие пути, чем заниматься, помимо офисной работы в государственных учреждениях. Ну да, И кстати. это однозначно говорит об экономической активности, потому что каждый раз открывается большое количество индивидуальных предпринимателей. Чуть поменьше, но общество с ограниченной ответственностью. Развитие в этом направлении идет. Ну, кстати, у нас вот утренняя программа «Щижибзе», и я очень аккуратно смотрю вот, и мониторю по-своему. Они постоянно ищут людей, которые что-то производят, что-то организовывают и так далее. И вот всегда находят людей, и мне часто так, я начинаю удивляться, как неожиданно, что вот они занялись именно этим. То есть определенная экономическая активность среди населения, в особенности вот в городе, конечно, есть. Но о каких-то темпах роста экономики определенных вот в течение этого года или следующего вы можете говорить? Нет, пока я эти вещи не готов комментировать, потому что, повторюсь, мы в стадии завершения разработки проекта государственной программы, и это один из самых важных показателей, по которому мы продолжаем сбор данных для того, чтобы это оказался не просто прогноз, а аргументированный прогноз. Теневая экономика, она, как известно, снижает налоговые поступления в бюджет и препятствует достоверной оценке экономической ситуации. Какие методы борьбы с теневой экономикой нужно использовать нашему правительству? О том, что теневая экономика есть, мы уже говорим. О том, что этого много, тоже да. О методах поговорим. Ну, вот мне очень интересно, когда говорят, что много, каким образом оценить этот объем. Ну, в целом, ведь теневая экономика есть практически во всех государствах, наверное, Да. даже во всех. Просто где-то ориентиры побольше, где-то поменьше от всей остальной экономики, которую видит государство. Ну, что такое теневая экономика? Это лицо занимается некой деятельностью, возможно, зарегистрировано в установленном порядке, не всю выручку показывает, возможно, вообще не зарегистрировано. Сложно сказать, насколько велика теневая экономика в Абхазии, но для того, чтобы у людей было, с одной Даур стороны... Барганджи, вы, наверное, знаете, да, вот Я экономист, читал, он, да. по-моему, предполагает процентов 50 теневой экономики, он так предполагает. Я не Да, задавался да. целью посчитать объемы, Да, поэтому да. не смогу никак это прокомментировать. Мы пытаемся создать условия, когда человеку будет не особо нужно от государства прятаться, что он не будет видеть в обелении своей деятельности каких-то проблем для себя и для того, чем он занимается. Естественно, когда это не запрещенная законом деятельность. И в то же время Министерством по налогам и сборам активно проводятся проверки, выявляются предприниматели. Значит, что касается именно вопроса мотивации, ну, как это я раньше слышал и от своих знакомых тоже, ой, зачем я пошел и зарегистрировался, теперь меня постоянно мучают с документами, с проверками, и зарегистрироваться тоже отдельные, от отдельных знакомых я слышал, что вот они много времени потратили, много сил для того, чтобы зарегистрироваться и собрать все необходимые документы.
У нас сейчас как раз в этой сфере готовится, уже почти завершили, скоро отправим на согласование по органам. Ряд проектов нормативных правовых актов, это внесение изменений и в закон, и в постановление Кабинета министров, которые должны сформировать иную, отличающуюся от сегодняшнего дня, процедуру государственной регистрации и индивидуальных предпринимателей, и обществ с ограниченной ответственностью. То же самое касается после их регистрации постановка на налоговый учет, регистрация в фондах, регистрация в органах статистики. Для того, чтобы все органы, кому необходимо узнать о существовании такого потенциального плательщика налоговых взносов, чтобы они узнали не от этого человека, которому придется всех их обижать, а создать механизм, когда государственные органы сами выполнят всю эту работу, человек один раз сдаст документы, и если все в порядке, в следующий раз придет только их забирать. Вот такая работа у нас уже почти завершена. Да, это тоже важно, конечно. Вот где-то в начале передачи вы говорили о ВВП. Вот о каком росте ВВП вообще у нас в Абхазии идет речь? Ну, если сравнивать показатели 2020 года и 2024, увеличение в объемах составило 2,87 раза, с 31 до 92 миллиарда рублей. Ну, можно сказать, что 2020 не во всем был показательный, учитывая все обстоятельства, последствия коронавируса. Впоследствии показатель аналогичный составил 43 миллиарда рублей, то есть тоже более чем в 2 раза прирост. В будущем это, опять же, показатель, один из важнейших в рамках государственной программы соцэкономразвития. Мы, безусловно, ожидаем увеличения. Вот сейчас как раз собираем аргументацию для того, чтобы понять, о каком увеличении можно будет говорить. Значит, вопрос своевременный, я интуитивно почувствовала. Хорошо. Конкретные действия по контролю и правильному использованию наших земельных ресурсов ожидаются? Или это не ваш вопрос? Насколько я ваш знаю, вопрос, наверное, все это, к счастью, не имеет отношения к деятельности Министерства экономики прямого. Да. То есть мы контроль в этой сфере за нами не закреплен, но, насколько я знаю, такая работа уже ведется. То есть выезды комиссионные в составе комиссии представителей госуправления землепользования, насколько я знаю, администрации районов, другие органы. То есть работа в отношении того, когда лицу был предоставлен земельный участок, и в акте о предоставлении права пользования есть сроки, в течение которых надо выполнить те или иные мероприятия, такая проверка в настоящее время уже ведется очень активно. Спасибо. Поговорим немного об импорте. Мы выше тоже так-то немножко коснулись этого. Какой-то ценовой зонтик в виде таможенных пошлин и квот на импорт имеются? Это из области, наверное, политики протекционизма. Такие мероприятия почти ежегодно предпринимаются, насколько мне известно, по инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, на основании обращений производителей такой сельхозпродукции, как арбузы. Речь идет в данном случае не о пошлинах, это меры нетарифного регулирования, именно временное ограничение либо запрет на ввоз в период, когда арбузы начинают созревать в Республике Абхазия. Впоследствии вводится это ограничение на короткие промежутки времени, и после того, как наши производители успеют реализовать большую часть своей продукции, потом этот запрет снимается. То есть такая практика существует, и она, насколько я знаю, года с 2004 или 2005 точно реализуется. Ну вот вы говорили о воде, как раз-таки у нас же производится вода. Я не знаю, в каких объемах, в каких размерах, но вода же еще и ввозится. Да, и там не возникает вот такая конкуренция? Ввозится, но, наверное, вы обращали внимание, у нас в магазинах подавляющее большинство именно воды не газированной, питьевой. Это местное производство. То есть, если... Это вот недавно, кстати, вот такая ситуация это стала года проявляться. 2-3, как начало сильнее меняться. Раньше в большом количестве были представлены... Это как-то само собой произошло или все-таки было какое-то участие государства? Нет, это в первую очередь вопрос конкуренции. То есть вопрос качества продукции
которая вот в одном и том же холодильнике, либо в рядом стоящих холодильниках в одном магазине могла стоять продукция импортная и абхазская. Абхазскую брали, вот я лично брал в первую очередь, потому что вкусовые качества мне больше А нравятся. что вы покупаете, какую воду? Ну, вот, наверное, чаще всего Кодор. Кадор, да, да. Ну, небольшая Отзыв, реклама. Кадор в основном, да. Ну, отзыв тоже. вот, Сухомский да. источник тоже. Речь шла в первую очередь о продукции в пластиковой упаковке и именно полулитровые. И если в большом количестве раньше была представлена продукция российского производства, именно вода, то в настоящее время даже не во всех магазинах она сегодня есть. По двум причинам: вкус и цена. Поговорим о повышении цен на что угодно. Ну, постоянно цены растут. Понятно, что это все зависит не от нас, все понимаем. Но, тем не менее, если, скажем, правительство и выявит необоснованное повышение цен, что может сделать правительство? Правительство может вмешаться в этот вопрос в случаях, когда речь идет о государственном регулировании цен. То есть это ограниченный перечень товаров, вытекающий из соответствующего закона, из актов Кабинета министров об утверждении. У нас к таким относятся электроэнергия, топливо, 92-й бензин, дизельное топливо, хлеб, перевозки на автомобильном транспорте. Ну, перечень намного шире, это то, что я сразу смог вспомнить. Значит, в случае выявления нарушений составляется протокол. Там и законом, и постановлениями предусмотрены санкции в виде взимания в доход Республики Абхазия части полученной выручки от неправомерной реализации. То есть там уже включаются другие В механизмы. народе обычно говорят, если один раз цена поднялась там, в связи с какой-то ситуацией, то она никогда не пойдет вниз. А были такие примеры, когда такое случалось? Есть, это топливо. Топливо. Вот постановление, в рамках которого госрегулирование цен осуществляется сегодня, я, насколько помню, мы его готовили в 2023 году, действует по сей день, и в рамках действия этого постановления у нас цены на нефтепродукты постоянно меняются. В течение года, после курортного сезона, где-то ближе к ноябрю, даже, наверное, к декабрю, начинается падение, затем поэтапное повышение уже со следующего года. Кстати, ситуация с топливом в России складывается не самая благополучная. Здесь, к сожалению, вопрос вообще не к экономике. Я не имею в виду, что это не моя проблема. Я имею в виду, что здесь вмешались совершенно иные факторы. Речь не о том, какой объем нефти добывается в Российской Федерации или перерабатывается. Здесь ситуация совершенно иная. Недавно вы ездили в Южную Осетию на Международный экономический форум. И поэтому хотелось бы спросить, помимо нашей дружбы, поддержки друг друга, переживаний друг за друга, вот не слышу ничего о реальном экономическом сотрудничестве. Есть, где мы можем на самом деле вот реально сотрудничать в экономике? Ну, мы как раз для этих целей по поручению президентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Министерствами экономики были подготовлены проекты соглашений, в первую очередь соглашение о режиме торговли товарами между правительствами Абхазии и Южной Осетии. Это соглашение мы как раз в рамках форума подписали. Насколько я вижу ситуацию, одной из главных проблем, почему у нас не так много совместной торговли, это вопрос транспорта. То есть расстояние более 1000 километров, и дорога, скажем так, тоже не самая простая, сложный рельеф. И помимо этого вопрос еще и пошлин. То есть если абхазская продукция, ну возьмем то, что мы точно знаем, что экспортируется все эти годы, это наши цитрусовые. При экспорте их в Российскую Федерацию они освобождаются от уплаты таможенных пошлин при ввозе на территорию России. Но если был заключен прямой контракт между предпринимателями Абхазии и Южной Осетии, то в Южной Осетии надо было бы заплатить эти пошлины.
С учетом такого освобождения, в случае, если мы, опять же, возвращаясь к транспорту, совместно с коллегами сможем обеспечить загрузку транспортного средства в обе стороны, то как раз можно будет тем самым помочь нашим предпринимателям заключать прямые контракты. У нас совсем небольшой объем прямой торговли между Абхазией и Южной Осетией, хотя мы точно Но какой-то знаем... объем все равно есть, Да, да? но он совсем незначительный. Мизерный, да. Но мы точно знаем, что товары в большем объеме попадают на территорию Южной Осетии и Республики Абхазия, потому что нашим предпринимателям намного дешевле обходится завести эти товары на территорию Российской Федерации без уплаты таможенной пошлины, а потом экспортировать дальше в Южную Осетию. И то же самое в обратном направлении. За счет этого соглашения мы создаем для них более комфортные условия, чтобы заключать именно прямые контракты. Ожидается, что ты вырастешь очень умным, поскольку все время живешь в Кембридже. Написала своему правнуку Джейн Элизабет Форд на 5-летие своего правнука. Догадываетесь, о ком я говорю? Один из наследников империи, судя по всему. Это вот Джон Кейнс. Скажите, вот в Ранхиксе, когда вы учились, вам вообще давали штудировать его работы? Если да, то на какую работу больше делали акцент? Нет, Кейнс не сталкивались. Не сталкивались даже, да? Но вот я почему Кейнса вспомнила, вот он топил за повышение роли государства в экономике. Как вы к этому относитесь, как чиновник? Теперь уже не как экономист, который, ну, вот ученый, скажем, да, вот как чиновник, как вы относитесь к этому? Роль государства в Я экономике. вижу главную роль государства в неком компромиссе между созданием комфортных условий для предприятий и предпринимателей и обеспечением контроля, чтобы они не выходили за границы. Но говорить о том, что государство всегда должно быть именно драйвером, именно государство должно создавать условия, ну, наверное, я не совсем соглашусь с этим. Объясню почему. Пример. Западная Европа. Большая часть предприятий не государственная. Да, у нас есть значительная разница в том, как мы развивались, в том, как строилась наша экономика. То есть они именно рыночной экономикой занимаются на протяжении сотен лет, а мы, по сути, только последние 30 лет. Это вносит существенную разницу. Разница в наших рынках, разница в наличии специалистов в той или иной сфере. У нас есть очень много отличий. И мы, мне кажется, и не должны во всем на них равняться. Но именно в этом вопросе, что государство должно следить за тем, чтобы предпринимателю было удобно, вовремя, может быть, не подстраиваться, а создавать комфортные условия для них и в то же время контролировать, чтобы не переходили за границы, я считаю, что вот это самый правильный путь. Юридический факультет после финансового менеджмента. Для чего? Ну, я еще где-то в начале 3-го курса, наверное, когда мы столкнулись с предметом аудит, я понял, что вот мы изучаем большое количество документов в рамках курса по бухгалтерскому учету, еще больше в рамках аудита. Но я некоторые вещи просто не до конца понимаю. Оказывается, надо не просто знать, где что-то купить и потом как это выгодно продать, надо еще и разбираться в условиях всей этой игры. Условия кто чаще всего диктует? В данном случае государство. Есть нормативные акты, огромное количество подзаконных актов, а еще иногда надо столкнуться с тем, чтобы изучить законодательство другого государства. И у меня первая идея была на 3-м курсе, почему бы не заниматься параллельно и 1-м, и 2-м высшим. И тогда как раз Лашин Угзарович Ашуба, наш спикер, он учился на год старше, именно на том же юридическом факультете, где я впоследствии учился. Я переговорил с ним, узнал кое-что о деятельности факультета, о том, как там готовят людей, и заинтересовался. Зашел в деканат, представился, объяснил, что я хочу. И они мне сказали, что у меня есть 2 варианта. Один вариант — это поступить сейчас, но тогда я бы закончил учебу, получил бы диплом бакалавра получается, в 2015 году. Или я мог поступить после получения диплома о 1-м высшем и закончить в 2014, потому что у них программы отличались для тех, кто уже получил диплом и кто не получил. И поэтому в
впоследствии я еще больше убедился, что да, действительно, это очень интересно и нужно. И после получения диплома о первом высшем принял решение, что надо немного поработать, набраться опыта и параллельно как раз пойти учиться. Юрфак прямо с первого курса вы начали или с 3 какого года курса? было обучение. 3 года Да, обучения. то есть с зачетом да. всех предметов, которые ранее я сдавал. Наверное, со 2-го курса вы учились. Из нашего общения до эфира, да, вот как-то у меня сложилось впечатление, что вам не удается регулярно смотреть абхазское телевидение. Скажите, о текущей ситуации откуда вы узнаете? О новостях, обо всем, что происходит в стране и так далее? Вот, может быть, вы в социальных сетях вот узнаете, может, подписаны там? В социальных сетях периодически листаю наши новостные ленты, источники посерьезнее, источники, где может быть больше просто информации, которая гуляет по улицам, потом пытаюсь перепроверить. Но вот у меня дома телевизора как такового нет, то есть не подключен к антеннам, и большую часть информации получаю именно через телефон. У вас телевизора дома нет, прям в семье телевизора Не, нет? он у нас есть, но он используется только для просмотра иногда мультиков с детьми. В остальное время он выключен. Мгм. Интересно. Первое интервью вы дали не государственному каналу. Я это тоже заметила. Первое интервью. Вы имеете в виду После назначения, Ага. после назначения. Буду иметь в Считаем, виду что в да, будущем. вот и я подумала о том, что кто первым к вам подошел, вы как интеллигентный человек не могли отказать, дали интервью, не очень большое, но вот интересное, с пресс-службой. Обсуждали взаимодействие со СМИ? Обсуждал. В настоящее время у нас произошли некоторые кадровые изменения. Я в настоящее время в поиске нового специалиста, который будет заниматься этой сферой. Кстати, вот недавно мы обсуждали вопрос наших пресс-служб, и я надеюсь, что вообще мы вернемся глобально к этому вопросу, потому что в пресс-службах министерств и других ведомств все-таки должны работать люди со знанием языка государственного. Обычно наши спикеры, чиновники, они соглашаются на интервью не на государственном языке, к великому сожалению, и поэтому я вам даже не стала предлагать, понимая, что вы мне все равно скажете, что об экономике говорит, мне будет тяжело, и учитывая то, что это первый опыт такого большого интервью, я не стала вас напрягать, но несколько вопросов, хотя бы 1-2 вопроса я вам задам. Абсолютно. Зиги лысковит, хочет шажет. Псыфила шехчавио ебуко, альна, аусурач, хочу качрацу юма псыфила. Я же крылышка. Зигреха хочет срачужет. Псыфила. И сарасасты и ханы дарая ерды розерц. А министр чухусура ярбан сатуя нынчо, шаха. Асад в барзы, аха Сарги, Сусучаги, Руачка. Шахам тафи хазау и Белцует баху Чнак биш барзы, Белцует Чнак вже барзы. Чнак Белцзом. Зынзы. Ну, вен пхан усик ахцахет, усурах ханайс, асад барзы. Белцует и гичнак азы асад барзы. Вахынлаге усыжуан. Вахынлаге Вахынлаги насчынлаги асад барзы. Випшбасат. И хана. Ехана. Избан закутусы зифимаз ярбан сарас. Хочек хатсакван. Хочек щитсакла. Итого, и вот финальный вопрос, завершающий вопрос, он у нас традиционный, он для всех один. Главный абхазский вопрос на этом этапе абхазского пути, вот с точки зрения главного экономиста страны. Я отвечу не совсем как экономист, но мне кажется, самое главное — остаться достойными людьми. Объясню, почему я так считаю. У нас не так много законов, как в некоторых странах. Есть страны, где огромное количество уже кодифицированных актов, у них не так много отдельных законов, они все собирают воедино. Где-то, может, это удобнее, где-то сложнее, где-то периодически слышно о необычных законах. Есть законы о том, что нельзя в микроволновку какие-то объекты класть.
Оказывается, за это уже можно получить наказание. Но законы пишутся для чего? Для того, чтобы создать для населения понятные условия. Кто что должен делать, самое главное, что нельзя делать ни в коем случае. Как мне кажется, если руководствоваться нашими главными постулатами, честь, достоинство, уважение к старшим, то, может, даже и законов понадобится меньше, потому что не придется создавать преграды для людей, они просто не будут думать о том, как нарушить действующие правила. Спасибо большое. Интересно. Новое в нашем экономическом мышлении – это то, чего хотелось бы нам. Это мое послесловие. Спасибо вам за интервью. Желаю нашей экономике антихрупкости. В начале передачи я говорила о работе Талеба. Понедельник не всегда тяжелый. Всем удачной рабочей недели. Спасибо. Спасибо.